все самое важное за эту неделю. Сфоткал в шутку, решил убить всерьез. Житель Емвы чуть не зарезал собутыльника. Не попадись на удочку мошенников. Что нужно знать о телефонных и интернет-аферах? Подача идет в общественной приемной. Обсудили отопительный сезон. Пора обновляться. В детском парке срубят часть деревьев. И реконструкция закончена. В Ухте презентовали 2 объекта после обновления. Подробности прямо сейчас. В Ухте завершено расследование дела, возбужденного в отношении жителя города Емвы, приехавшего в Ухту на заработки. Фигурант дела одним из вечеров познакомился в магазине с 2 жителями нашего города. Товарищи отдыхали в одной из квартир, будучи в подпитии, пришли в магазин за добавкой. Ухтинцы предложили гостю города присоединиться к компании, что и сделал обвиняемый. В ходе распития спиртных напитков друзья уснули. Один из них проснулся от того, что приглашенный начал фоткать его спящего на камеру телефона. Невинная, казалось бы, шутка стихийно переросла в конфликт. Между ними произошел словесный конфликт, завязалась драка, в ходе которой житель города Емвы взял с кухонного стола нож, начал им наносить удары в различные области тела потерпевшего, в том числе в область расположения жизненно-важных органов, а именно грудной клетки. Нанес таким образом не менее 5 ударов в различные области тела. Спас от смерти потерпевшего стоящий рядом деревянный табурет, которым ухтинец начал отмахиваться от нападавшего. Также в поножовщину вмешался 3-й присутствующий. После этого гостю из Емвы пришлось быстро покинуть квартиру. Раненый набрал знакомым и сказал, что у него ножевые ранения. Прибывшая скорая спасла его. Одна из ран оказалась проникающей и была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Нападавшего скоро нашли сотрудники полиции. Житель Емвы 95-го года рождения ранее уже привлекался к ответственности за преступление против личности. В 2016 году освободился после отбывания наказания за убийство. Дело передано в суд. Вот уже не первый год жители Ухты страдают от рук телефонных и интернет-мошенников. Неутешительная статистика по таким преступлениям держится на стабильно высоком уровне. За 8 месяцев текущего года было заведено 223 таких уголовных дела. В прошлом году цифра была всего на 1 больше. Самая распространенная мошенническая схема – звонок от службы безопасности банка. Только теперь мошенники пошли еще дальше и стали вынуждать жертв своих махинаций брать кредиты. Происходит несанкционированное списание денежных средств с банковской карты и, соответственно, предлагает гражданину помочь вычислить мошенника с его помощью, то есть фактически объясняет ему то, что деньги похищает кто-то из сотрудников банка. Потерпевшему предлагают взять кредит. Он идет, получает кредит в банке, оформляет, после чего переводит данные денежные средства на счет, который ему указывает якобы человек, работающий в службе безопасности банка. Разумеется, после этой процедуры лжебанкиры становятся недоступными, как и деньги, взятые в кредит. В этом году по такой схеме пострадали несколько ухтинцев, один из которых отдал преступникам 1 000 000 накоплений, да еще и взял для них несколько кредитов, также общей сложностью на 1 000 000 рублей. Еще одна ухтинка таким образом лишилась 4 миллиона. Распространенными стали и хищения средств при помощи копий интернет-магазинов. Фактически данные сайты, они являются сайтами-двойниками. Сайтами-двойниками они являются поскольку данные сайты имеют преобразованную форму. Фактически в название сайта вписывается какой-либо символ, отличный от сайта оригинала, и на который внимание не обращает потерпевший. Единственный рабочий способ не стать жертвой мошенника – это внимание и бдительность. Если вам звонят из банка, кладите трубку и перезванивайте по официальному номеру, указанному на обороте вашей банковской карты. При покупках через интернет обращайте внимание на оформление сайта. Там должен быть номер для обратной связи. Позвоните и убедитесь, что это именно тот магазин.
Также прокуратура Ухты советует не привязывать карту к определенному магазину или завести для таких операций отдельную карточку и скидывать туда только сумму для конкретной покупки. К сожалению, подобные преступления раскрываются редко. Из-за развития IT-технологий мошенники могут подключиться к любому номеру. При наборе входящего повторно можно наткнуться, к примеру, на Министерство архитектуры Московской области. Отследить такой звонок почти невозможно. Научились преступники отправлять сообщения от самих банков. Если вас просят продиктовать номер из сообщения при разговоре, ни в коем случае не делайте этого. В общественной приемной при главе Коми прошла прямая линия по началу отопительного сезона. В этом году муниципалитет не стал ждать специальных температурных режимов на улице и запустил кампанию по подключению тепла раньше. Напомним, в предыдущий год в Ухте ждали 5 дней со среднесуточной температурой ниже 8 градусов. В этом году постановление о начале отопительного сезона вышло 30 августа. Как отметил представитель мэрии, это было сделано для ускорения работы обслуживающих дома организаций. Чем раньше они сдадут документы о готовности тепловых коммуникаций, тем быстрее на объекте появится тепло. Задержек как таковых нет. У меня есть пусковая ведомость на каждое утро. И там я смотрю, заявка поступила 2-го, то есть в этот же день подключается или как максимум на следующий день. Все котельные у нас запущены в городе, в муниципалитете. И технической препятствий для этого нет. Все котельные работают. Единственное, на 6 сентября открытым оставался вопрос по микрорайонам Дежнева и Озерной. В последнем проводились ремонтные работы на тепловых сетях. 6 сентября было принято решение подключать Озерный к городской котельной, а котельную тепловой компании исключить из системы. Но сеть протянули, проводились врезки в общую. На сегодняшний день, вот сейчас уже с утра она запущена, пробные топки там раньше прошли, а сейчас она запущена, заполняется сеть и потребителям тепло дадут. Про Дежнево то же самое, котельная запущена и тоже идут подключения объектов. В первую очередь, конечно, социальный там садик, а потом дальше жилые дома. По данным на 10 сентября в Ухте 9 управляющих компаний полностью подключили дома к теплу. Это движение, ремонт и услуги, родная, приоритет, жилтехконтроль, стабильность, Техстрой, Гермес и Ухтинская управляющая компания. В общей сложности к отоплению подключены уже 92% домов. Тепло получают все образовательные учреждения. В детском парке готовятся к санитарной вырубке лесопосадок. Об этом сообщил директор Центра творчества имени Генриха Корчевского. Необходимость убрать часть деревьев, речь идет о так называемом сухостое, старых увядших растениях, возникла давно. По словам сотрудников, проработавших здесь не один десяток лет, подобную процедуру не проводили с конца 80-х. Несколько лет назад, в 2018-м, после сильного ветра в парке уже упало несколько старых сосен. Поваленные стволы убрали, но необходимость удалить из парка остальные подобные деревья осталась. В конце этого лета комиссией было отмечено порядка 70 деревьев, которые уберут сотрудники Ухтинского горзеленхоза. В целях безопасности и воспроизводства дальнейшего зеленого фонда их нужно удалить с детского парка, ну и, естественно, потом в дальнейшем за место удаленных деревьев воспроизвести новые саженцы. В Центре творчества работает биолог, с которым, естественно, мы постоянно взаимодействуем по этому вопросу. Берем также характеристики, есть экологический отдел при жилищно-коммунальном хозяйстве, а также есть специалисты горзеленхоза. Перед укоренением саженцев комиссия определяет место и виды растений, которые подходят для посадки именно здесь. По такой логике парк начали обновлять несколько лет назад, теперь продолжат, но уже с санитарной рубкой. Древесину, полученную после процедуры, пустят на хозяйственные нужды. Один из вариантов – передача автору проекта «Лесная сказка» Сергею Брусенскому для создания новых сказочных объектов. Сама рубка сухостоя, возможно, продлится не только этой осенью, но и продолжится в следующем году.
В воскресенье, 5 сентября, в Ухте открыли после масштабных реконструкций сразу 2 объекта. Оба в первую очередь ориентированы на юных жителей муниципалитета. Один уже презентовали к юбилею Коми, но сейчас Центр творчества открыл свои двери не только для высоких гостей, но и для ребят. Речь идет о Центре творчества имени Генриха Адольфовича Корчевского. Дом или дворец пионеров, как его до сих пор называют горожане, претерпел капитальную перестройку. Теперь тут снова звучит щебет детских голосов. У танцевальных станков выворотность ног демонстрируют юные балерины. Неподалеку идет урок, где выстраивают технику речи. И 5-й этаж, и 6-й этаж, и 7-й этаж, и 8-й этаж, и 9-й этаж, и 10-й этаж. Крыша! Тут же юные любители литературы могут приобщиться к миру книг. В центре открыта современная библиотека с самыми чудесными возможностями. Например, в этом пространстве можно оживить сказку. А оживить сказку ребенок может с помощью ландшафтного стола и, конечно, своего воображения. А родители наших детей могут вовлекаться в эту познавательно-игровую деятельность, тем самым организуя свой семейный досуг за позитивными занятиями. Все это стало возможным благодаря крупному меценату, газотранспортному предприятию. Сначала «Газпромтрансгаз Ухта» вложился в детский парк, а после и в сердце парка – Центр творчества. Директор Александр Гайворонский неоднократно повторял, что легче было построить новое здание. Его слова подтвердил и глава региона Владимир Уйба, посетивший обновленный объект. За очередной вскрытием стены или не знаю, потолка или пола, ты увидишь, что там нужно полностью проект переделать. Здесь мы просто с великолепными опережениями приезжали коллеги. Александр Викторович пока был 2 месяца назад, и сказал, они говорят, ну когда, в следующем году будете сдавать? Он говорит, да нет, вот сейчас будем в сентябре сдавать. Они сказали, да этого быть не может. Но вопреки всем сложностям, сообща, Республика, «Газпром» и администрация Ухты закончили масштабную реконструкцию. На новой сцене уже идут репетиции. Напомним, зрительный зал в центре был закрыт много лет, как аварийный. Тут пока пусто, но надеемся, скоро на новенькие красные кресла усядутся первые зрители, чтобы посмотреть выступления вокалистов, танцоров, театралов. Последние, кажется, уже вовсю готовят премьеру постановки про зайцев. Прямо-прямо и направо, где большая ель растет. Зая, не отставай! Тихо, папуль. Мама, мне кажется, что тут прям кто-то прячется. Ага. Стоп! Помимо этого, тут займутся наукой, будут готовить к школе и осваивать азы актуальных для современной жизни профессий. Но об этом чуть позже. В обновленный центр нашу съемочную группу обещают приглашать часто. Тут будет много нового и интересного. А новые спортивные победы мы надеемся увидеть в «Нефтянике». Спорткомплекс с узнаваемым для города названием был совсем не в духе нефтяной отрасли. Спортсмены жаловались на плохое состояние залов. Теперь сетовать не на что. На первом этаже к посетителям уже готова тренажерка, которую опробовал глава Коми. Я надеюсь на ответ, что все есть. Владимир Викторович, сколько? На данный момент вот зал отличный. Вон, смотрите. В зале бокса последователи Эдуарда Захарова готовятся брать золотые вершины. А на новеньком покрытии спортзала уже оттанцовывают мастера черспорта вместе с маленькими гимнастками. Этот подарок для городских спортсменов сделал уже другой меценат. Согласно названию спортобъекта, им занялось нефтетранспортное предприятие. «Транснефть Север», вопреки изначальным задержкам реконструкции объекта, сдала его не только в срок, но и с опережением. Помимо работы внутри здания был полностью обновлен футбольный стадион. Теперь там вновь появились трибуны для зрителей. Также появилась хоккейная коробка. Но и не забыли о безопасности. Сделали противопаводковый вал, чтобы поле и сам спорткомплекс больше не топило по весне. Также представители предприятия отметили, что территория «Нефтяника» оснащена 34 камерами уличного наблюдения с распознаванием лиц. Внутри здания также есть 20 камер видеонаблюдения.